мы услышали мощный такой вот мощный посыл на развитие нашей страны, на будущее нашей страны, причем по всем аспектам. При этом был дан очень глубокий анализ того, что мы достигли за этот год, за 24-й прошедший год, с учетом прошлогодних поручений президента в том послании. А в этом и далее, через те вызовы, которые сегодня есть в глобальном мире, серьезные вызовы, мы увидели очень четкую, яркую, понятную картину, как нам двигаться вперед. И здесь мне особенно было важно услышать абсолютно современные решения по современным вызовам. Цифровизация, зеленые технологии, инновации. Это все то, что должно лечь в основу будущего продвижения Таджикистана. И очень важно в этом плане была надежда и чаяние президента на молодежь, на молодежь нашей страны. Он очень четко подчеркнул, что сегодня нам не просто необходимо большое количество населения, а нам нужно грамотное, качественное население, по качеству своему очень высокое, по уровню знаний. Нам нужны специалисты, чтобы вот в условиях этих вызовов нам двигаться вперед наравне с другими развитыми государствами. Ну а как председателю Ассоциации энергетиков Таджикистана, я получила огромное удовлетворение, радость и гордость за то, что в 2027 году мы достигнем своей энергетической независимости, и все население Таджикистана получит устойчивый доступ к электроэнергии. Одно из приятных сообщений, которое было в послании президента: повышение заработной платы, повышение стипендий, повышение пенсий. Вы понимаете, а ради чего двигать экономику? Ради человека. Ради повышения благосостояния человека. И вот эту связь, это мы услышали. Мощное развитие экономики во имя человека труда.